Митинг ингушей, возмущенных передачей части территории республики в соседнюю Чечню, теперь стал легальным. Ну, то есть буквально переместился с проезжей части главного проспекта Магаса на тротуар. Прямо под стены местной телекомпании, которая его старается не замечать. Но людей меньше не стало и требование не поменялось – отменить соглашение о передаче земель Суджинского района Чеченской республики. В сентябре его подписали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. А после того, как парламент в Магасе подтвердил закон голосованием, люди вышли на улицу. С каждым днем вокруг прибавляется силовиков. Кроме местных, приехали машины из других частей России. За время протестов журналисты, которые уволились из телекомпании «Ингушетия» в знак протеста против информационной блокады митинга, создали собственные независимые СМИ. Я работала на национальной телерадиокомпании, но меня не устраивало то, что там озвучивается только одна позиция. Я давно вынашивала планы создания независимого какого-то канала. Ну и когда пошла вот эта вся песня с землями, я вижу, что озвучивается только одна точка зрения, и эта точка зрения идет в ущерб народу. Я поняла, что наступило время для того, чтобы создать новые СМИ, и буквально вот было принято решение спонтанно, что нужно записать круглый стол, который явился первой программой на этом канале. То есть это будет продолжаться? Да, это будет продолжаться. Издание «Фортанга» называется по имени реки, где сейчас проходит новая граница республик. Ингуши считают эту территорию своей, но там никто не живет и, как оказалось, почти никто не бывал. Выходцы родом из этих мест, они посещают эти места, и они живут среди нас. Они наши близкие родственники, они наши хорошие знакомые, и они тоже с болью воспринимают эту ситуацию, когда территории, где находятся башенные комплексы, разные исторические памятники, и издавна они были на нашей, скажем, мы их считали своим, и теперь переходят туда. Для того, чтобы попасть на территорию, которая отчуждаются от Ингушетии в пользу Чечни, мы решили проехать через чеченскую территорию, через село Гихи и Рашничу. Тут дорога получше, там в горах машина будет проезжать с трудом. Попробуем это сделать. И пока мы ехали, я поймал себя на мысли, что все названия, все топонимы, которые мы проезжаем, так или иначе попадали в новости во время Первой и Второй чеченской кампании. Вот это кладбище принадлежит роду Межоевых. Они живут по обе стороны границы республик. И, как говорят местные жители, у них есть трудности самоидентификации в схеме чеченец-ингуш. Межоевцы называют себя арстхоевцами, тоже войнахи, жившие на этих землях. Они себя считают отдельной ветвью целого народа. И кажется, какая разница в рамках одной большой страны, где проходят границы двух республик, в которых все так перемешано. Может быть, и вовсе не надо их делить на карте, но для людей тут живущих разница появилась. Ведь по одну сторону границы глава Евкуров, а по другую Рамзан Кадыров. Возле кладбища нас предупреждают, что нам лучше развернуться, потому что впереди земля, на которой недавно объявили режим контртеррористической операции. Там разведка в лесу, военные, и как только зашли споры о земле, нашли и убили 2 боевиков. Вас не пропустят, говорят нам. Но мы проехали дальше. На этом месте мы встретили строителей до реки Фортанга, моста через нее. Остается менее километра, там уже дежурят военные, а здесь расчищают и делают дорогу с помощью тяжелой техники. А это уже река Фортанга. Дальше начинается Ингушетия в новых границах. Снять чеченский блокпост нам не удалось. Военные встали с оружием вокруг машины и категорически запретили снимать. Они разбили лагерь перед мостом через Фортангу, взорванным еще во время Второй Чеченской войны. С десяток человек в зеленом камуфляже и чуть дальше полицейский блокпост. Это наша родовая башня, башня Боковых. Мы входим в Тайпцичой. Про эту башню я могу сказать, насколько я понимаю, это полубоевая, не совсем боевая, но значит, было несколько этапов строительства башен, это не совсем поздний, насколько я понимаю, потому что там использовался раствор, и это более-менее сравнительно ранний период. Цечой Алком, то есть Алкун Цечоевых, если это буквально перевести. Вот слева написано вот Тейп и вертикально Цечой. Но с правой стороны написано «Нация Уарстрой». Деление земель спровоцировало разговоры о всех неурегулированных спорах, застарелых конфликтах и прежних обидах. Чеченцы забирают землю к западу от Фортанги. Ингуши вспоминают, как им не давали назад земли после реабилитации народа в пригородном районе Осетии. А у Дагестана есть и свой потенциальный территориальный спор с Чечней. И все это началось после подписания соглашения об обмене землями между Ингушетией и Чечней.